В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Сегодня отмечают самый главный якутский праздник – Исек. Слово «Исек» дословно можно перевести как «изобилие», и связан он с культом солнечных божеств и с религиозным культом плодородия. Традиционно Исек празднуется в день летнего солнцестояния, а именно 21 июня этот день и стал днем праздника, а также официально объявлен нерабочим днем в Якутии. И поговорим мы на тему празднования якутского изобилия с гостем нашей студии, главным научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, а также доктором исторических наук Екатериной Романовой. Екатерина Назаровна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. Хотелось бы начать наш разговор с того, что вы являетесь автором концепции Исеха Туймады. И в чем заключается главный смысл праздника? Добрый день, уважаемые жители республики. Сначала хочу все-таки поздравить нас всех с этим замечательным национальным праздником Исех и пожелать вам белого изобилия. Что касается нашей концепции, то надо сказать, что праздник уже проводится 21 год. И поэтому концепцию каждый год мы пишем, конечно, стараемся на разные темы, с разной целевой установкой. Но самое главное в том, что главный смысл этого праздника в том, что это, конечно, после очень затяжной зимы долгожданное лето. И вот то, что наши предки, якуты, долгое время находились в таком зимнем состоянии, а потом уже выходят на летний сезон, встречаются. Вот такая коммуникативная функция праздника, объединяющая функция праздника – это главный смысл. И, конечно, моление божествам Айи, нашим небесным божествам Айи, светлым божествам, которые считаются по якутским представлениям и мифологии, они являются теми божествами, которые приносят нам жизнь, рост, развитие. Вот так вот можно сказать в целом. А говоря о концепции Исеха, всегда было интересно узнать, и у тюркских народов, и у многих других народов всегда в день летнего солнцестояния тоже есть свой праздник. И проводились ли с этими праздниками какие-нибудь аналогии в плане Исеха? Есть ли у нас какие-то различия и сходства? Конечно. Надо сказать о том, что Исех – это культурное достояние вообще степных народов Евразии. И что очень важно, именно мы, якуты, сохранили его здесь в наиболее чистом виде, чем наши степные братья. Например, я говорю сейчас в данный момент о народах Алтая, Хакасах, значит, о тех же даже самых народах Центральной Азии, казахах и киргизах, потому что здесь, в условиях Крайнего Севера, как бы этот праздник стал законсервированным. И мы сохранили лучшие традиции степные, которые выражались у нас, допустим, в обряде кумасапития, в разных коневодческих обрядах, связанных с обожествлением коня и лошади. Часто у якутов в мифологии можно прочитать о том, что якуты обожествляли лошадь и солнце вместе, то есть персонифицированным божеством неба могла быть белая кобылица и так далее. То есть это вот как раз тот самый культурный фонд традиционных верований, который раньше нас связывал, нас всех тюркские и монгольские народы. Но вот сейчас, к сожалению, многие утратили уже вот эти вот интересные, как скажем, культурные выражения, а якутский праздник Исех их сохранил. Вот так вот можно сказать. Я бы еще хотела обратить внимание на то, что если мы вообще об истории нашего праздника скажем, то мы можем говорить о том, что он уходит далеко своими историческими корнями, еще в эпоху, можно сказать, скифо-сибирского единства, скифо-хунскую эпоху, это где-то 2-3 век нашей эры, когда праздник Исех был ритуалом моления божествам небу, земле, воде. То есть это вот очень древний, очень такой важный обряд, который был у наших предков хуннов, у тех же самых скифов. То есть видите, какие древние корни имеет наш праздник Исех. И в связи с этим надо сказать о том, что как культурное наследие мы должны очень бережно к нему относиться. С другой стороны, сегодня уже 21 век, и нам надо развивать и традиции, конечно, нашего праздника. В связи с чем вот я вам и сказала, что каждый год мы стараемся вплетать в концепцию нашего Исеха какие-то новые, допустим, скажем, обряды, которые и народ как бы выражает в своих каких-то действиях, когда бывает на Исехе. Вы обратили внимание, что на Исехе очень часто подходит к так называемому медной коновязи, алтын серге. Это, кстати, обряд новый, когда наши
гости праздника подходят к нашему Алтын-Сарге и начинают просить у него что-то. Кто-то здоровье, кто-то какие-то сокровенные свои желания. Это была совершенно народная инициатива, вот, связанная с этим культовым сооружением Алтан-Серге. Хотя в Аланхо, в якутском эпосе, есть упоминание о таком именно семигранном медном коновязном столбе. А видите, функция у него сейчас совсем другая. К нему подходит и просит счастья, здоровья. А какие еще главные атрибуты празднования есть и в чем заключается их смысл? Да, это самое главное то, что нам надо сохранять каноны нашего праздника. Как бы ни менялось время, есть обязательные атрибуты праздника, к которым относятся. В первую очередь это поднятие кумысных чоронов, то есть это моление божествам небу, как я сказала, божествам Аи, духом земли, духом хозяевам земли и упоминание наших предков, культ предков. Вот это самое главное. После чего у нас обязательно должен состояться обряд кумысопития. После обряда кумысопития бывает обязательно обрядовый круговой танец осохой. Состязания наши ритуальные, это вот сейчас говорят, это как бы игры тыгына, но раньше это были ритуальные состязания. Туда относились перетягивание палки, конские конные скачки и так далее, борьба, прыжки. Все это раньше были ритуальные игры, которые были связаны с так называемым это игра с судьбой. Чем больше ты выиграешь в этих состязаниях, тем тебе повезет в следующем году. Вот такая тоже была очень интересная магия первого дня. Хотелось бы еще немножко обратиться к истории. Как изменился ИСЭК за последние десятилетия? И можно ли тоже небольшую справку провести, как до Советского Союза и праздновался ИСЭК, и во время советской власти тоже? Конечно. Вы знаете, праздник претерпел очень много трансформаций. Я хочу сказать о том, что если в дореволюционное время праздники проводились, и они действительно были традиционными, то в советское время праздник у нас запретили. Было и такое. А потом, в 30-е годы у нас уже это был праздник совершенно с другой философией. Это был политический праздник. Часто он назывался праздник колхозного строительства или, допустим, праздник дружбы и труда в 70-е годы назывался, где, конечно, в основном была такая идеология советского времени. В основном на празднике нужно было показывать достижения нашего сельского хозяйства, передовиков. Это, конечно, тоже, наверное, хорошо, но он превращался все-таки в такой советский праздник идеологический. Вот. И коновязи были очень интересные. На навершиях коновязи вместо, допустим, конских голов можно было увидеть древко Красного Знамени или, например, даже глобус. То есть вот такое вот очень удивительное превращение советского праздника. А вот уже в начале 90-х годов, мы все помним это время, когда это было время, конечно, перемен. В 91 году праздник стал государственным, у нас вошел в Конституцию нашу республиканскую, и теперь празднуется 21 июня как выходной день. И вот в начале 90-х годов надо сказать о том, что наши праздники, наш праздник ИСЭК впервые стал проводиться в городе Якутске. Раньше только проводилось в сельской местности. Что важно, в начале праздника в 90-м году был проведен не Вюсхатен, как вот сейчас мы проводим, а на ипподроме. Но для нас очень важно, что именно тогда собралось очень много людей, и это была своеобразная национальная идея объединить все народы, которые проживают у нас в Якутии, в огромном круговом танце осохой. Поэтому вот осохой тоже один из главных элементов нашего праздника. Обязательно он должен быть. То есть, исходя из ваших слов, можно сказать, что помимо того, что сам праздник менялся, его то отменяли, то обратно возвращали, атрибуты тоже претерпевали свои изменения. Конечно, конечно. Я же вот сказала даже вот про коновязи, и что коновязи служили не тем, что к ним привязывали лошадей, они просто были атрибутом праздника. Их красили в разную краску, могли в зеленый, в белый. То есть вот видите, некоторые ритуальные атрибуты праздника, к сожалению, утрачивали свою функцию. И надо сказать о том, что вот
очень важно, вот эсэхи Победы были, я, кстати, вот об этом хотела бы отметить. Вот тогда очень важно, что эсэхи Победы заканчивались осохаем, где обязательно запевалы, которые поют обычно о приходе весны, лета, здесь пели о том, что божества Аи помогли победить в этой войне, и вот черные силы, это вот как злые духи Аббаса уходят. То есть якутскую мифологию переложили на такие очень важные песни, связанные с победой. Вот это тоже меняется, может быть, даже, надо сказать, фольклорный язык, скажем, вот этих наших текстов запевал. Но самое главное остается, что добро побеждает зло, и то, что вот якутский праздник связан с темой творения, с темой рождения природы, человека, это всегда остается, будь это советское время, будь это и сегодня. Вот это тоже очень важно. Екатерина Назаровна, обычно сам праздник отмечают в местности Усть-Хатын. Да, и 98-го года. Да, его отмечают ближе к, ну, точнее, в выходные, Да. которые близки к самому 21 июня. Какие обряды необходимо проводить до празднования? Надо сказать, что по всем канонам праздника вообще вначале надо встретить солнце. Это вот у нас сейчас так просто получилось по сценарию нашему. Начало обычно с 21 на 22 мы сами должны встретить солнце. Обряд, значит, встречи солнца связан с тем, что мы должны получить первые лучи солнца для того, чтобы зарядиться на следующий год. И что очень важно, сначала наши предки или тушили огонь своего очага и разжигали новый огонь. Вот поэтому я думаю, что перед эсэхом хорошо было бы зажечь новый огонь. Ну, это может быть, можно и на даче это сделать, это можно сделать и в год. И, конечно, встретить солнце. Вот это действительно те самые обряды, истинно якутские, которые проводились перед самим эсэхом. Вот. Обряд очищения, то есть обряд нужно обязательно очиститься. Очищаться обычно делали дымокур-тюпте или, допустим, можжевельником, чем-то обязательно нужно очиститься. На эсэх приходит с чистым сердцем, с чистыми мыслями, поэтому как бы совершенно вновь рожденный. И в этом празднике кругового танца нужно как раз зарядиться, как я сказала, положительной энергией на следующий год, соотнося себя с ритмами природы, с ритмом своего жизни, своего этноса. Это как раз все можно сделать на нашем празднике эсэх. Как можно больше кушать, как говорят, магия первого дня, как можно больше состязаться в разных состязаниях. И тогда белые божества Аи исполнят ваше желание. А я напомню, что в гостях у нас сегодня была Екатерина Назаровна Романова, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, а также доктор исторических наук. Обсудили мы сегодня тему празднования эсэх. В студии работал Василий Раченко. Оставайтесь на Якутия 24.